Здравствуйте! Кто интересуется историей, культурой, литературой и искусством, тому откроется несметное сокровище мифологии древних тюрков. Мифологическая образность присутствует в нашей сегодняшней повседневной жизни в виде обычаев, обрядов. Благодаря языку она передается от поколения к поколению через поговорки и пословицы. В Восточно-Казахстанском областном музее-заповеднике есть уголок детского выставочного игрового комплекса под названием Иртиглер Еле – сказочная страна. Он расположен на левом берегу, на самом красивом месте города Усть-Каменогорск, в окружении лесного массива, вблизи протоки реки Иртыш. Построена крепость в 2 этажа. На первом этаже размещены выставочные павильоны. Поднявшись на 2-й этаж, можно обойти крепость по периметру и обозревать сверху на площадку внутреннего двора место для проведения детских мероприятий. Вокруг крепости находится выставка из глубины веков, мифологическая азбука древних тюрков. Эта выставка – своего рода пособие для начинающих изучать казахский язык на основе казахских мифов, казахской культуры. Предлагаются казахские буквы азбуки, казахские мифы, казахские мифические образы, количество образов 36. В выставочном материале, в цветных картинках рассказываются о самобытной культуре, сформировавшейся в древние времена, которые отражают жизненный путь национальной культуры на основе легенд, мифов, сказок, а также наскальных рисунков. Цель тематической выставки – показать, что человечество с древних времен старалось через легенды объяснить о происхождении жизни на Земле, о загадочных явлениях природы. Сегодня я вам расскажу одну интересную легенду, связанную с буквой «Ё». Как известно, многие племена, составившие основу для создания казахского народа, тысячелетия назад жили на Алтае. В то время тюркские народы поклонялись богу неба Таныр, Тенгри. Древние тюрки ель называли святым деревом Иргене. Ель, как стрела, вонзая синеву, указывала путь в небо, дорогу, ведущую к Тенгри. Вечно зеленое дерево указывало путь на небеса, как бы показывая, что после смерти жизнь продолжится там. Поэтому тюрки дали ей название Йол, Жол. Отсюда возникло слово «елка». В казахской мифологии Байтерек ассоциируется с древом жизни, соединяющий средний мир с верхним миром. Йол, Жол, путь. У тюрков ель, шерша издревле была священным деревом. В ее честь устраивали праздники, которые связаны с Ерсу. Этому богу кипчаки поклонялись до принятия религии тенгрианства. Он пребывал в центре земли, как раз там, где, согласно легенде, расположен ее пуп и растет гигантская ель. На вершине гор Восточного Казахстана часто встречаются наскальные рисунки с изображениями мирового дерева, ели с привязанными лошадьми или людьми, вокруг которой они водят хороводы. Солнце занимает важное место в традиции древних тюрков. Ночь на 22 декабря после зимнего солнцестояния дни становятся длиннее, и, радуясь солнцу, наши предки устраивали праздники, которые отмечалось в самый разгаре зимы, 25 декабря. Называли его праздником Возрождения. Период с 23 по 24 декабря казахи называют Уляра, то есть период, после которого начинается медленное движение к солнечному свету. 25 декабря, когда в долгой и очень трудной борьбе день побеждал ночь и солнце дольше прежнего оставалось над землей, древние тюрки обращались с молитвой к Иргене. Они верили, что солнце и луна были подвластны ему. Благодарили его за возвращенное солнце, украшали его любимое дерево, завязывали яркие ленточки и складывали под дерево щедрые дары, пели и танцевали у елки.
праздник Возрождения Солнца, украшение елки совершались с поклонением Ерсу, с тюркского святой земле-воде, как совокупность высших духов, заботящихся о людях. И называли они его Иргеникон, благодатная земля, где жили тюрки, поклоняясь Богу неба Тенгри. Всего здесь было в изобилии: высокие травы, пригодные для пастбищ, вода чистая и сладкая, как мед, благоухающие плодовые деревья и кустарники, великое множество зверей и птиц. В тюркской мифологии Ергений Есе, подземный дух, пожилой старец с густой белой бородой в ярко-красном чапане. Он восседает на золотом троне подземного золотого дворца с золотыми воротами. Называли его Ульгень. Ульгень в переводе с тюркского означает «умерший». Летом он спал в своем подземном мире, осенью просыпался. Ульгень мог спать только под землей, а когда он просыпался и выходил, замирала природа, начиналась зима. Он бывал добрым и щедрым, а чаще коварным и злым. Раз в год зимой он с добром выходил к людям, дети помогали ему раздавать подарки. К празднику Возрождения Солнца готовили специальные блюда, надевали нарядную одежду и отмечали его семьями. Это всем известный сегодня праздник новогодней елки. Сегодня Ергене, покровитель светлых, добрых духов, приобрел образ Аяз-ата, Деда Мороза. До сих пор у тюркских народов сохранился ритуал повязывать на деревья ленточки и загадывать желания, которые исполнялись. А поджигание еловых и можжевеловых веток производили обряд очищения – ар. Отсюда название можжевельника – арша. Новогодняя елка, начавшаяся в древние времена с миропонимания тюрков, впервые появился у гуннов. Гунны, хуны – союз древних племен, прародителей тюркских народов. Впоследствии эта традиция распространилась по всей Европе с 5000-летней историей.